Здравствуйте, в эфире программы «7 дней плюс», и мы находимся в городе Лисичанск, Луганской Народной Республики, который по поручению федеральных властей восстанавливают специалисты Татарстана. Общаемся мы с вице-премьером Татарстана Евгением Анатольевичем Варакиным, который, собственно, курирует, скажем так, главный человек в Лисичанске от Татарстана. Евгений Анатольевич, здравствуйте. Да. Мы знаем, что вы работали и в Казанском исполкоме, да, вот в последнее время мы с вами здесь чаще встречаемся, чем в Казани. Немножечко свою трудовую биографию расскажите, с чего начиналось. Начинал я с самых, как говорится, низов, прошел дорогу с земли, как это принято говорить в народе, и начинал я в системе жилищно-коммунального хозяйства, а строительного района с должностью управляющего делами, и вот так тихо-тихо дорос до должности вице-премьера. Был назначен сюда 1,5 года назад, со своей командой мы приехали, здесь 1,5 года находимся и занимаемся тем, что восстанавливаем 2 подшефных города. У нас теперь уже 2 подшефных города. Это город Лисичанск и город Рубежное. Оба города непростые, оба города находятся ближе всех к линии боевого столкновения. Но, несмотря ни на что, силами республики жизнь сюда возвращается. Мы делаем все возможное в тех рамках, которые нам позволяет военная обстановка, проводить здесь восстановительные работы. Вы ведь не один приехали, все-таки с командой. Да, я приехал с командой. Хочу отметить, что команда это... У нас даже есть своя группа, в которой мы переписываемся. Она так и называется «Добровольцы». Никого не заставлял. Ребята сами сказали, мы едем с вами. То есть это единомышленники, которые вот уже 1,5 года со мной здесь несут все тяготы, но не ропщут. И у нас уже есть большие успехи. И мы продолжаем работать на этой земле. Насколько я знаю, вы говорили, что вот сюда вы приехали буквально недели через 2 после освобождения этого города. 2 июля официальная дата освобождения города Лисичанска. 17 июля мы уже сюда десантировались и начали изучать обстановку. Образно говоря, начали уже работать 17 июля. Происходит так, что очень большой поток помощи сюда идет с республики, что есть четкое понимание, где чего не хватает, хотя здесь не хватает всего. Война, к сожалению, здесь не пощадила ничего. Но если говорить откровенно, то мое мнение, что Лисичанск пострадал больше в плане разрушенной инфраструктуры, а Рубежное, оно страдает больше из-за того, что сейчас там ведется очень мощная контрбатарейная борьба, и туда прилетает сейчас чаще, чем в Лисичанск. Уходя отсюда, предыдущая власть уничтожила всю жилищно-коммунальную структуру. То есть, чтобы город замерз, остался без воды, без газа, они взрывали все. То есть это даже не результат ведения боевых действий, да, при которых происходят определенные разрушения, а это именно целенаправленное уничтожение. И многие местные жители нам рассказывали такие истории, что когда ВСУ выходили из города и наносили данный урон, они подходили и говорили: ребята, что вы делаете, мы же здесь остаемся. На что ответ был простой: все наши ушли с нами, здесь остались нелюди. Вот так характеризует ту власть, которая здесь работала. В Рубежном, к счастью, они не успели, за счет того, что Рубежное освобождалось даже быстрее Лисичанска. В Рубежном они не успели провести данную акцию, но Рубежный пострадал тоже очень-очень сильно. Там нет ни одного дома, как и в Лисичанске, где бы хоть какой-то малейший след войны не оставил. То есть, чтобы понимание было, кровли посечены с прямыми, не все с прямыми, но все посечены, все 100% в обоих городах. То есть течи, кровель происходит везде. Большой процент размороженных зданий, которые не сливалась система из воды отопления, да, которые в связи с морозами разорвала батареи, люди сидели без тепла, также газ, люди готовили еду. Вы часто бываете у нас в гостях, вы видите, что люди готовили еду на улицах, мастерили так называемые костерища. На сегодняшний день, слава богу, мы в 2 городах ушли от этой проблемы. Газифицированы оба города. Вот когда вы сюда приехали, да, в июле 2022 года, понятно, что это, наверное, шок первый, да, и вот все-таки с чего начинали, да? Потому что раз уж не было ничего. Я очень часто рассказываю такую историю. Меня очень часто спрашивают, а не боязно ли было сюда ехать? Конечно, боязно. Я тоже живой человек, у меня есть семья, у меня есть мама. Мы только переехали в Ростовскую область, заехали в Луганскую республику. Это на сегодняшний день, для понимания, это 200-300 километров глубочайший тыл.
И мы ехали, потом я разговаривал с своими ребятами, они мне подтвердили, что мы сидели и ждали, сейчас из-за какого куста выйдет ВСУшник и начнет нас убивать. Понятно, что мы сейчас уже более-менее, но только ты потеряешь страх, осторожность. Сейчас уже осторожность, сейчас уже больше вот. Но сказать, что шок, это ничего не сказать. Мы приехали сюда, в город из 21 века, где с нашей родины, где есть все, где все это делается одним кликом, а здесь, чтобы найти человека, мы посылали посыльного или сами ездили его искали по всему городу. То есть полное отсутствие связи, полное отсутствие интернета, полное отсутствие всего. То есть маломальская операция, проведение какой-нибудь манипуляции, минимальной, это превращалось в целую войсковую операцию. Это было и до сих пор очень нам мешает отсутствие связи, но мы все к этому относимся, понимаем, потому что близость линии ЛБС. Но в остальном все сложности преодолим. Мы учились, мы подстраивались. На сегодняшний день я вообще считаю, что мы полувоенные стали уже. То есть мы знаем, что такое прилет, мы знаем, что такое отлет. Мы научились различать выходы. Мы даже вплоть до того, что научились различать, с каких орудий сейчас производится стрельба. Но все-таки, да, с чего начали? Первое, с чего мы начали, и самое главное, это нам надо было вообще создать структуру, чтобы понимать, как мы будем работать. Самая первая задача это было обеспечить население питанием, потому что город стоял в руинах, сюда не работали ни магазины, не работало ничего, никакой инфраструктуры не осталось служебно-бытовой. У людей на руках оставались деньги, на которые они ничего не могли купить. И первым решением было принято, что мы сразу создаем в Лисичанске 10 центров выдачи гуманитарной помощи. Татарстан сразу, и Рустем Нургалиевич поднял это знамя, все максимально отозвались. Казань, Челны. Я не хочу вот сейчас перечислить, может, всех. Все. Ну, да, нету ни одного муниципального образования, которое бы нам не оказывало помощь. Что строительным материалом, что питанием. Но на тот момент, в первую очередь, это, конечно, был продукт питания. И сюда пошли фуры с гуманитарной помощью. И на этих 10 пунктах мы как раз начали вести учет населения, которое осталось в городе, чтобы понимать проблемы бедствия. И началась выдача гуманитарной помощи. Вторым шагом, самым главным, это было создать какие-то органы местного самоуправления, куда бы человек мог прийти. То есть в этом хаосе разрухи человек должен прийти куда-то задать вопрос, да, что мне делать дальше, как. Поэтому... Где здесь власть вообще? Где здесь власть? Поэтому в полуподвальных помещениях мы организовали уже совместно с Луганской народной республикой, совместно с правительством, федеральными службами, мы начали создавать потихонечку здесь органы власти. Был избран мэр, назначен мэр военной администрации, и тихо-тихо начался набор людей, которые уже приступали к своим должностям, по ответственностям. Дальше была очень серьезная проблема, это понять, с чего начать восстановление. Да? Когда весь город разрушен, но упор был сделан на жилищно-коммунальное хозяйство, понимая, что вода, газ, свет – это необходимые вещи для населения, стали искать. Но проблема в чем? Лазили по разрушенным зданиям, искали схемы, то есть не было ни схем, ничего. Вот сейчас, спустя 1,5 года, я могу сказать, что я теперь понимаю систему теплоснабжения города Лисичанска. На тот момент мы не понимали ничего. Где идет труба, где ее искать. На коленках, образно говоря, то, что находили, собиралось. Простой пример. По теплосети все ушли за Днепр, и осталась одна единственная женщина. И мы до сих пор ей очень благодарны. Она с нами ходила по архивам под угрозой обрушения, потому что по зданию БТИ, в котором было 6 или 7 прямых прилетов, да, и мы искали эти схемы, пытались что-то собирать, вот собирать
вот эти фрагменты накладывать. И потихонечку. То же самое творилось с водоканалом и со всеми коммунальными службами. После вот этого уже было понятно, что мы делаем. И уже третьим этапом мы поняли, что дети в школе, дети остались, население осталось. Население надо лечить, детей надо учить. Было принято решение с правительством республики во главе с Алексеем Валерьевичем, что мы начинаем восстанавливать объекты образования, объекты здравоохранения. И вот после этого уже мы начали, сталкиваясь со множеством проблем, потихонечку эту работу вести. Ну, там в прошлом году тоже снимали в больницах, в поликлиниках, да, там Да, то есть удивительные были люди, врачи, которые там, укутавшись, сидели, принимали. В прошлом году нам многие не поверили, что мы сможем это сделать. В прошлом году, когда в городе отсутствовало центральное водоснабжение, освещение, теплоснабжение, мы смогли запустить стационар на 80 коек, где люди лежали. То есть стационар на 80 коек в городе, где нету вообще никаких коммунальных услуг. То есть генераторы работали, я понимаю, да? Генераторы, тепловые пушки закрывали, так как тогда был очень часто обстрел, и стекло не выдерживало детонации, закрывали бронированной пленкой максимально. Героические люди, врачи, они при нашей помощи смогли организовать медицинскую помощь. Понятно, что это не касалось экстренных. Тут большое спасибо военным, которые помогали нам. То есть все критически острое забирал на себя нагрузку военный госпиталь, за что им низкий поклон, сколько спасенных жизней. Вот. Но все, что касаемо стационарного лечения, мы взяли на себя. Мы их от этого освободили. Я так понимаю, больше осталось именно все-таки людей пожилого возраста, да? Вы знаете, на момент, когда мы сюда зашли, я не могу сказать, что больше осталось. С момента начала работы гуманитарных центров в первое время здесь, в городе Лисичанске, проживало 8-9 тысяч населения. Из них львиная доля, конечно, это были пенсионеры, которые некуда было уйти. Изначально около 100 тысяч, по-моему, да? Вообще, предварительно, по нашим данным, от 90 до 100 тысяч варьирует цифра проживающих до начала СВО в городе Лисичанске. На момент освобождения 8-9, на сегодняшний день у нас 37 тысяч стоит на учете. То есть люди возвращаются. То есть люди потихонечку начинают возвращаться, они видят то, что даже очень, что отрадно, есть случаи, когда возвращаются с той стороны. Людей, которые ушли за Днепр, да, и та сторона сложными путями через Турцию, через Польшу, кто может выехать, они сюда потихонечку возвращаются. Вот как, кстати, их тут принимают-то? Знаете, нет, вообще общались с ними? Я там, знаю, что проходит определенная фильтрация, смотрят каждого человека, нормально принимают. Если человек не замаран ни в каких просто преступлениях, да? А просто испугался, ушел, чтобы Именно заберечь войны. своей семье, да, их принимают очень хорошо. Никаких проблем нет, люди возвращаются домой. То есть, да, тут надо вот уточнить, что вот Тут ведь надо еще уточнить. Не россиян они испугались, а просто войны. Тут ведь надо уточнить еще очень важный момент. Предыдущая власть намеренно не давала выходить на территорию Российской Федерации. То есть это направление было закрыто. Четко всем была прямая дорога. Всем говорили на Днепр и помогали ускорить эвакуацию тем, что местные жители очень много признают, что они видели минометные обстрелы, и это не единичный случай, когда стреляли со стороны своих же, дабы ускорить процесс эвакуации людей. Поставляли автобусы и вывозили. Поэтому очень многие вынуждены были уехать туда, потому что у них не было возможности, хотя со слов тех же местных очень немалый процент людей, которые хотели уйти в сторону России. Вот про гуманитарный центр тоже сказали, но видели, что там не просто вот раздают, да, продукты, еще и горячее питание же подвозят. Да, вот, то есть очереди за ним. Ребята из набережных Челнов, волонтеры, вышли к нам с предложением организовать на военно-полевых кухнях горячее питание. Провели переговоры, и я сказал: ребят, зайти сюда на неделю покормить, и потом вы уехали, этого здесь не пройдет. Если вы заходите надолго, и
намного. И вот тогда Наиль Гамбарович, глава набережных Челнов, их поддержал, за что ему большое спасибо. И вот мы кормим ежедневно более 5000 человек. Помимо простого мирного населения, мы помогаем тем же самым больницам, которые поликлиникам. Кормим, первое время кормили людей, когда они сидели без зарплаты, с МУПов, которые организовали здесь и сейчас работают на восстановлении города. И уже, по-моему, если я не ошибаюсь, более 2 миллионов порций роздано. Это совершенно бесплатно. Я еще раз говорю спасибо Наилю Гамбаровичу за то, что он поддерживает ребят. Мы их тоже поддерживаем, помогаем транспортом, помогаем безопасностью, помогаем местом расположения. Поэтому эта работа ведется здесь на постоянной основе. Вот не секрет, конечно, да, что мы, в принципе, ну, по крайней мере, я про себя скажу, да, что не знал про существование такого города до того, как мы сюда заехали, да. И также я представляю, что и здесь не знали, что такое Казань, что такое Татарстан. Совершенно не знали, что такое Казань, совершенно не знали, кто такие татары. На сегодняшний день, когда заходят машины «Доброй Казани», брендированные, люди уже улыбаются, говорят, они теперь четко знают, кто такие татары, они четко знают, кто такой Рустам Галеевич Миханов, они четко знают, где находится республика. Они четко знают, кто такой мэр города Казани, который сюда ежемесячно отправляет не менее 100 тонн различной гуманитарной направленности. Они четко знают, что братский народ республики их поддерживает. Сейчас уже с гордостью можем сказать, что одним же из появлений жизни это открытие магазинов. Сейчас уже очень большое количество магазинов. Сейчас уже 3 кафе заработало здесь. Сейчас уже возвращается услуга бытового обслуживания. Открываются парикмахерские тоже в большом количестве. Ну, то есть жизнь тихо-тихо начинает возвращаться в этот город. Не все так, как мы хотим, да? Не все так, как хотят местные жители, да? Та сторона очень сильно играет на том, что вот освободили, ничего не делают. Ну, и при этом сами еще стараются все разрушить. Сами еще пытаются еще больше урон нанести. Но жизнь в эти города возвращается. Это видно по тому количеству. Если когда мы пришли в город, для нас было большим удивлением, если с утра мы еще видели людей, да, которые по своим делам куда-то ходят, да, в малом количестве, там, кто за водой, кто где-то что-то раздобыть, кто вернуться, зайти к там, брату кому-то, посмотреть, не осталось ли там еды, да, то сейчас уже утром, заезжая в город, мы видим потоки машин, которые куда-то передвигаются, люди едут на работу, люди живут повседневной жизнью. А в момент освобождения, после 12 часов, город вымирал. Город был пустой. Передвигались только военные. Хотя не было, комендантский час действовал с 7 вечера. Но с 12 до 7 город просто умирал. То есть это, видимо, какой-то, не знаю, привычка какая-то. Люди да. прятались, они были около своего убежища. Они были около подвалов, они были около гаражей, там, где можно было укрыться от обстрелов. То сейчас люди до комендантского часа передвигаются спокойно. Заработал рынок, начали функционировать различные госучреждения. И везде мы видим большой поток людей. То есть не 1-2 человека, что на почте, что на пенсионном фонде, да, что в паспортном столе, что около МВД. Везде очень много народу. То есть это говорит о том, что, во-первых, люди возвращаются, и во-вторых, что город начинает жить нормальной, повседневной жизнью. И при этом мы еще видели, что очень много заброшенных квартир. Видимо, проблема еще вот жилищно-коммунальной сферы. Если брать, как мы уже вначале с вами разговаривали, от 90 до 100 тысяч, и сейчас 37 тысяч, то 2/3, понятно, что этот эффект еще пока будет. Но мы верим, что количество квартир, заброшенных, никем не обслуживаемых, не проживающих, оно сократится еще в разы. Понятно, что ребята, которые ушли на ту сторону из идеологических соображений, наверное, вряд ли уже сюда вернутся, да? Но мы верим в то, что былая слава города Лисичанска, города промышленного,
на территории которого находилось 34 крупных и средних предприятий, она восстановится. Да, и вообще мы видели, что памятный знак, что это вообще колыбель Донбасса, здесь первый уголь добывали. Ну, я не могу опровергнуть, не могу и подтвердить, но здесь есть музей. Здесь даже этот город известен тем, что 2 года здесь Менделеев преподавал в Штекерской школе. И утверждают местные старожилы, что именно первый уголь был действительно найден вот в бассейне Лисичанска. То есть Татарстану не зря он достался, получается. Где нефть, там и уголь. Да, согласен. Ну, все-таки, да, вот у вас мировоззрение как-то поменялось, мысли после того, как сюда заехали? Ну, я во всех интервью говорю, что я очень часто вспоминал рассказы своей бабушки и своего дедушки. Дедушка отвоевал 3 войны, а бабушка все это время его ждала. И вы знаете, вот сколько лет прошло, десятилетий, да, в войне ничего не меняется. Просто меняются виды оружия, меняется массовость поражения, а все те тяготы и невзгоды, которые ложатся что на мирное, что на военных, они остались все те же самые. Конечно, поменялось. Когда ты видишь, что за 2 секунды тебя может не стать, и когда мы выезжали на эти обстрелы, видели эти массовые гибели людей, я, наверное, за свою жизнь столько крови никогда не видел. Поэтому начинаешь ценить жизнь. Ну и второе, происходит переосмысление парадигмы жизненной, что не осуществляется богатством, коммунально-бытовым удобством, что просто есть жизнь, когда рядом с тобой ходят люди, когда они радуются, что где-то чуть-чуть потекла вода, где-то появился свет, где-то появился газ, и они очень неподдельно этому радуются. Ты понимаешь, что жизнь, она многогранна. Что не зря мы здесь, да? И не зря мы здесь, и... Ну да. Ну да, мы вот в первые приезды, первые наши командировки сюда тоже видели, что буквально даже во дворах, в парках, в скверах были захоронения. Да, да. Мы эксгумация по только городу Лисичанску составила почти около 1000 человек. Эта работа продолжается, она уже почти завершена. Редко-редко где-то находим, да, в самых там отдаленных заброшенных местах. Но почти вся эта работа, она сейчас завершена. Следственный комитет проводит работу по эксгумации, по выявлению и определению погибших. Ну, действительно, это существовало в большом количестве. Вы тут занимаетесь вообще уже просто не описать. Вообще мы занимаемся всем. Вот для понимания, мы занимаемся всем от создания местных органов власти, помощи в создании местных органов власти, питания. Вот весь спектр того, что должен проходить в городе мирном. Все процессы, они все у нас на контроле. И всеми мы занимаемся. Организация транспортного снабжения города, организация автоснабжения, организация электроснабжения, все коммунальные услуги. Даже вплоть до того, что мы совместно с МВД организовывали работу, вывозили людей в другие города, пока здесь было опасно для получения гражданства Российской Федерации. Люди, которые заявляют желание, а здесь очень большое количество людей, которые заявили желание отказаться от украинского гражданства и стать жителями Российской Федерации. Вот я понимаю, да, что конкретные даты никто никогда не назовет, когда это все будет восстановлено, да, и когда вы вернетесь домой. Ну, навскидку, не знаю, это примерно сколько будет? Может быть, 3 года, 5, 10? Нерешаемых задач нет. Все зависит от того, как будет проходить военная кампания. Ведь сейчас мы предполагаем, Бог и военные располагают, как говорится. Очень верим, что сумеем в ускоренных темпах задать в этом городе темп развития, а потом уже мы надеемся, что люди сами, видя все это, войдя и встроив в систему Российской Федерации, сами начнут возвращать в свой город жизнь и уже возьмут в руки сами власть, хотя она уже у них и так своя, но
они уже сами ускоренным темпом начнут восстанавливать свой город. И от нас уже будет, наверное, больше как консультационная помощь. Они будут ждать, когда приедут и сделают. И нахождение нас здесь, наших строителей, которые в очень большом количестве сейчас заходят сюда и помогают вставать всю эту структуру, оно уже будет, отпадет необходимость нахождения нас здесь. Спасибо, Евгений Анатольевич, что нашли время. Будем ждать вас дома. Спасибо вам, берегите себя, всегда рады видеть на нашей хлебосольной лисичанской земле. Спасибо. Но я напомню, что мы записывали наше интервью с вице-премьером Республики Татарстан Евгением Анатольевичем Варакиным в городе Лисичанск. Всего доброго.